Вас, друзья, приветствую. Аяд Машу Ойлон. Я А, вас се- приветствую, да, Маркел. Мгм. Сегодня 130-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 7 июня 2025 года. 19 часов 9 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 9 минут по городу Джахару. Сегодняшний наш стрим назвал обзор ситуации в мире и ответы на вопросы зрителей. С нами сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, наш постоянный соведущий. 2 раза в неделю мы проводим стримы во вторник и в субботу с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума единственной легитимной власти чеченского народа и бывшим председателем парламента и много-много других должностей было у Аяда. Аяд, передаю вам слово и, как обычно, приветствую вас. Добрый вечер. Ассалам алейкум всем нашим Алейкум. друзьям, кто участвует в этой нашей передаче. Так что мы сегодня обсуждаем ситуацию, которая у нас есть в мире. И мы видим, что ситуация все такая же напряженная, как и предыдущее это время. Скажем, эти 130 или 140 дней Трамп, как только вступил в должность, она стала своеобразной. И постоянно эти усилия президента Трампа по поводу того, что он хочет принудить к миру, скажем, президента России Путина, из этого ничего не получается. Хотя он говорил, что за 24 часа этого вопроса он решит. Наверное, он думал, что эти 24 часа не первые 24 часа, а какие-то другие 24 часа во время его президентства. Может быть и так. Но в то же время хотелось бы, чтобы его действия были как-то более определенные, потому что люди не понимают многое, потому что разные толкования, даже сами консерваторы, которые есть, скажем, в Америке, в Сенате, Конгрессе, они все тоже сейчас разделились на разные части. И даже они собираются сейчас принять там закон о том, что делает там на 500% санкции всем тем, кто будет помогать России, покупая у них нефть, там газ или другие там продукты или оборудование, все что угодно, что пойдет на пользу, скажем, российской агрессии против Украины. Вот о чем идет речь. Ну, раз такая речь идет, весь мир не понимает, я так имею в виду и нас с вами, и себя, потому что непонятно, почему до этого президент Байден, он вел такую определенную политику, которая должна была, значит, заставить Путина сложить свои эти амбиции и выйти на переговорный процесс и уйти с территории Украины, соблюдая те нормативы, которые приняты в мире, международного права, устав ООН. С этим не согласен, как мы с вами знаем, этот президент, если так можно его назвать, потому что само создание самой России в 1992 году, оно было незаконно, избрание президента было тоже незаконно. Мы эти все как говорится, их пробелы знаем, а они, более того, обнаглев, еще называют незаконным избрание президента Зеленского, который избран законным способом. И удивляет, что же происходит. С одной стороны, хотелось бы поддержать Трампа, если бы он этот процесс, который он говорил, принуждение к миру, смог бы сделать и таким без, скажем, остановив войну, не напрягаясь, и, значит, принудить его
соблюдении современного международного права. С другой стороны, мы видим, что ситуация, как бы то мы ни говорили, как-то вот Трамп здесь где-то там как бы прогибается под этого Путина. Почему вот столько времени, столько дней, недель, каждый раз Трамп говорит, это мы сейчас 2 недели дам ему, еще 2 недели. Так что его начали все критиковать все. И мы тоже видим, что вот в последнее время, когда вот операция «Паутина» была, и притом там никого из людей никого не убили, никто не пострадал, по крайней мере, по данным, которые мы имеем в прессе или в России, заявлений нету. Но они где-то там потеряли 31% обеспечения ударной силы, скажем, атомного оружия. И это говорят, вот специалисты говорят, что в этом случае вообще у них может быть уже нанесен удар по ликвидации действий этого атомного оружия, потому что те, скажем, средства доставки, они оказались в таком состоянии, потому что все это связано. Если хоть 1/3 этой, скажем, силы ее нет, то она на одной ноге или на 2 ногах вместо 4 ног у нее становится. Как будто бы вот такой удар, и после этого президент Трамп разговаривал с Путиным, и Путин там сказал, что я вот, мол, нанесу там удар. И вот после этого Путин, то есть Трамп выступил и сказал, что вот я с ним разговаривал, разговор был такой положительный, хороший, я считаю, что хорошо, но мне кажется, что Путин все равно там, значит, хочет нанести удар. Там все говорили, что, вот я помню, что все говорили, что вот он там не сказал, что не надо наносить удар, он такое вот сделал заявление. И это заявление в течение 2 часов висело, а потом это заявление Трамп из его там сайта или из президентского сайта, или не знаю откуда, убрали сразу. Но это не означает, если убрали, что его больше нет. Но в то же время, когда я вот поинтересовался, как это могло быть так, что президент Трамп не говорил, не призывал Путина к тому, чтобы он не носил удары и не занимался этим. Я здесь вот послушал остальных наших людей здесь, которые мне знают и с которыми общаюсь. Они сказали, что вот там на французском языке шла передача, действительно, я потом посмотрел. Тоже, значит, вижу, что он там говорит ему, да, переводит сразу с английского на русский, где он ему по-английски говорит, что не надо этого делать, все такое. Но заявление он сделал такое, как я говорю, что оказывается он все же намерен нанести удар. Потом он неоднозначно делает какие-то другие заявления, что в том, что удар нанесен, значит, по Украине, это виноваты сами украинцы, они там себя повели неправильно или такое другое. Короче говоря, вокруг вот этой, скажем, пары президентов, так, идет вот такая вот молва по всему миру, и все не понимают, что же происходит, в чем же дело. Ну и после этого, конечно, появились и другие моменты, как мы знаем с вами, значит, Илон Маск, этот миллиардер, один из самых богатых людей мира, он открыто выступил против президента Трампа и обзывает его там по всяким, буду говорить не прямо, а по всяким, значит, названиям, чем он занимался, все такое. И там такая напряженная ситуация, а Конгресс или Сенат, они там пытаются сейчас провести в жизнь закон о том, чтобы, значит, те действия, которые сейчас предпринимает Трамп, чтобы он не прошел, то есть примут закон, и тогда Трамп не сможет этим вот, тем, что он сейчас делает, этим заниматься. Так идут такие вот дебаты по поводу вот этой ситуации. Ну, кроме этого, конечно, есть и другие моменты в мире, не только это, как вот стало известно, Китай, оказывается,
он потихоньку там, по данным, которые сделал заявление Зеленский и в окружении его, и другие люди там представлены, оказывается, до 80% электронного оборудования, которое использует Россия, передает Китай, но не напрямую, а как вот товарам двойного назначения. Так? Ну и какие-то другие вещи, которые могут помочь Путину в этой войне. Ну, за счет Северной Кореи мы не говорим, за счет Индии мы тоже не говорим, потому что они тоже покупают нефть. И сейчас Конгресс, они хотят запретить всем, если в случае чего, то они эти 500%, которые когда-то, не когда-то, а недавно который говорил Трамп, они хотят это как бы узаконить. Вот такая ситуация сложилась сейчас в мире по поводу этого противостояния, которое для нас очень важно, для всех, я думаю, народов бывшего Союза, да и всего для остального мира. Еще вопрос в том, что, как мы знаем с вами, что ведь захватив Украину, Россия не собирается оставаться, скажем, на этих рубежах. Она собирается пойти дальше. Ее интересуют эти территории, европейские территории. Мы же знаем с вами, их заявления знаем. Мы иногда, когда они делали такие заявления еще в молодости, мне казалось, что это все не он там или другие, да, это не будет. А мы видим, что они просто выдают это, как будто бы это не их настоящее мнение, а на самом деле, оказывается, это их настоящее мнение, и под это они рядятся и хотят это сделать. Вот в Европе находится около по приблизительному подсчету, около 300 тысяч чеченцев, так? И вопрос так встает, ну как же, если они придут сюда, что будем делать мы? Да? Что будут делать другие, допустим, беженцы от Украины? Наша как диаспора себя поведет? Естественно, сегодня наши люди находятся и в Украине, они и там воюют, наши парни. Они стараются помочь как возможно Украине, потому что считают, что победа Украины – это победа и нашего народа. Мы уверены, что после этого мы освободим свою территорию, восстановим свою легитимную власть. Если же они придут, в случае чего, придут на территорию, скажем, Запада или в эти страны вторгнутся, будь это, скажем, Польша, Балтийские страны, где находятся наши ребята, наши люди, чеченцы, я уверен, я их призываю, обязательно должны встать на защиту этих стран, которые нас приняли, и мы в этом примем участие. Так я думаю. Но я думаю, что до этого не дойдет, но просто европейцы должны знать, что мы здесь находимся не для того, чтобы где-то какие-то, незаконные действия, где-то приехал сюда, на какие-то дотации, получаем все условия, которые есть здесь в Европе, и сидим себе, а если вдруг там какая-то опасность, не придем и не поможем. Нет, это не так. Наши люди это понимают прекрасно. Мы понимаем, что, если победа пойдет за Россией, пойдет за их сателлитами, я имею в виду остальных, кто ему помогает, то в конечном итоге и остальным народам и Советского Союза, и в том числе и нам, чеченцам, от этого не будет никакой пользы. Ну, я на этом коротко, если можно сказать, закончу. А, пожалуйста, давайте, если есть вопрос-ответ, Аслан, будем говорить дальше об этом. Спасибо, Аят. Аят, вот вы сейчас сказали, что если здесь начнется война в Европе, то мы должны как-то мобилизоваться и помогать странам, в которых мы находимся. А нужно ли нам сейчас как-то проводить перекличку? Здесь очень много людей, которые по гуманитарным уже причинам приехали, и абсолютно пророссийские здесь есть товарищи, абсолютно пророссийские, причем воинственно пророссийские есть даже. Нужно ли нам как-то выявлять людей наших, которые наши, и нужно ли нам проводить какую-то там, не знаю, перекличку
уже начать? Ну, Асан, это вопрос правильный и верный, но я думаю, что мы знаем, кто есть кто. Мы все Ну знаем, да. кто есть кто. И я это, когда говорю, я говорю о тех, кто считает себя граждан нашего народа и считает себя, скажем, чеченцем и гражданами наши, которые понимают вот эту проблему. А те, которые работают подспудно в пользу Кремля, они, конечно, будут делать свои дела и тогда. Но мы-то знаем, кто есть кто. Мы прекрасно, каждый из чеченцев знает, кто есть кто и кто чем занимается, и какую позицию занимает. За Мгм. какими лозунгами они скрываются, как они себя ведут, и придерживаются они тех значит, норм и правил, которые принял наш народ, создавая наше государство, как они относятся к нашей значит, оккупированной стране. Это мы знаем, потому что мы видим некоторые из них, ну, это не только, я имею в виду исчадцев, здесь вот есть некоторые и русскоязычные люди, и других национальностей, которые на Западе находятся, тоже Мгм. такую же политику проводят. Поэтому я думаю, что они к тому времени, когда, как говорится, сегодня как своя рубашка ближе к телу, когда они придут сюда, если они завербованы или ошиблись, они должны понимать, что это такое. Сегодня то, что происходит, то там в Украине наши борются, наши помогают как могут, и там тоже есть какие-то, значит, вопросы, которые решать надо в целом. Так что здесь какую-то кличку проводить и говорить о том, о чем, по-моему, смысла нет, потому что мы знаем, кто есть кто. Любого человека возьми из нашей политической, так сказать, структуры, которые были, или из тех, которые здесь находятся в виде беженцев, мы понимаем их ну, морально-нравственное состояние, их положение мы знаем. И тогда, если, я надеюсь, что это не произойдет, сегодня они не должны работать в пользу Кремля под любым лозунгом. Все, что помогает сегодня, пропаганда ли, или разговоры ли, или какие-то там встречи, которые, конечно, ведут против нашего государства, против, значит, и не против, если это будет не против Российской империи, то они, значит, за эту Российскую империю, которая убивает сегодня украинцев каждый день. Ведь мы знаем, вот посмотрите, операция «Паутина» прошла, и что? В итоге, значит, разбиты вот эти вот их самолеты, аэродромы, там все такое. Они в отместку бьют куда? Они бьют по жилым домам, они Да. бьют по поселениям, они убивают людей, детей убивают. Это же мы видим. Это совершенно разная, значит, позиция Украины в отношении этой России. А эти, значит, просто террористы и бандиты. Это террор, возведенный на уровень бандитизма этой страны, России. Поэтому мне кажется, что и в самой России сейчас происходят какие-то движения. Мне кажется, они все больше и больше понимают, с чем они связываются после того, как вот сейчас нанесен был такой удар, паутина, а может быть удар и паутина 2, потому что показано, что может быть любой житель, любой там руководитель любого региона, который находится в России, может быть наказан. Это видно же. И теперь они себя поведут иначе. А то они разглагольствовали, там вот заявления какие-то делали, там, или в Курской области, там еще в другой какие-то там эти деятели, которые там пропаганду ведут в Москве и в других местах. Они сейчас призадумаются после того, когда в Украине вот такая возможность появилась. Украина уже свои ракеты, скажем, стратегические, в принципе, вот уже на выходе. И они будут нести боеголовки до полутонной. Так вот я вот наблюдал, слушал. Так что ситуация меняется. Украина не собирается сдаваться. И мы должны в этом помочь им, как мы понимаем.
и на это направление рассказывать нашим людям. Нашим молодым людям, нашим чеченцам, нашим гражданам тоже об этом надо сказать. Нельзя поддаваться этой пропаганде под любым лозунгом. Посмотрите, что происходит в мире. Посмотрите все эти разговоры, которые шли там, или были, или будут. Посмотрите, что происходит реально в мире. Нужно придерживаться той линии, которая есть в рамках нашей Конституции, где записано, что мы являемся суверенное, независимое, демократическое правовое государство. Нужно придерживаться международного права. Это право, которое принято всеми государствами мира. Нужно придерживаться тех принципов, которые были приняты, ну, скажем, последние в 1975 году. Один из главных принципов о невмешательстве на территории любой страны с внешней стороны. То есть никакая страна не может нападать на территорию другого государства с внешней, то есть нарушить границу. Другое дело, что эта страна, в которой находится какой-то народ, если он желает выйти из этого государства, то этот народ или эта территория с народом, они могут провести те процедуры, которые заложены, скажем, в международном праве и в принципах, и после всего этого эта страна и должна дать разрешение на выход этой страны. Только таким образом можно создать свою страну, свое государство сегодня в рамках международного права. Это, значит, мы, чеченцы, это сумели и смогли это сделать. Я, как говорю, это был, значит, подарок свыше нам, как говорится, и это случилось. Поэтому сейчас отказываться от этого под любым, скажем, соусом ни в коем случае нельзя. Это я, как говорю, для молодежи, для тех, кто нас вот в этом смысле понимает. Баркал, Ая, Дересуль. Ая, вы сказали, ну сейчас я сперва нашим зрителям напомню, друзья, у нас стрим идет на YouTube-канале, забыл вначале сказать, и на официальной странице Президиума правительства ЧРИ в Телеграм-канале. Кстати говоря, Ая, тоже Телеграм сейчас начали на России запрещать. После того, как Дуров перебрался во Францию, у Телеграма на России начались проблемы. И всем напоминаю, пишите комментарии, и либо, если вы хотите принять участие, можете зайти в Телеграм на официальную страницу Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, и там непосредственно сами уже принять участие в нашей дискуссии. Платформа открытого диалога – это инициатива Президиума правительства для того, чтобы налаживать контакты с населением, с людьми, с единомышленниками, с соратниками. И уже больше года мы с Аядом проводим вот эти стримы, постоянно пытаемся делиться с вами новой информацией, свежими новостями, ну и, конечно, получать от вас какую-то коммуникацию, какую-то ответную реакцию. Это нужно нам всем, особенно в это трудное, тяжелое такое время, переходное время изменений, больших, вероятно, огромных изменений. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Если хотите, я буду читать, и если хотите, можете зайти и непосредственно в Телеграм-канале. Да, я понял. Говори, извини. Ну, в принципе, я закончил. Да, говори. Вот здесь я читаю внизу, вот какой-то человек, Алишер Ибрагимов, здесь пишет такие вещи, что он делает то-то, то-то, что он такой, чего вы там. Я хочу ответить Алишеру. Пожалуйста. Алишер, мы не грязь. Грязь – это ты. Мы прямо говорим свою позицию, мы выступаем здесь. Если ты такой смелый и такой умный, вот выложи, выстави сюда, покажи, кто ты. А то, значит, какой-то кочегар под именем Алишера выступает здесь, и нам, значит, сюда противоречит. Мы Россию никогда не боялись, дорогой мой. Никогда. Мы никогда не подчинялись, мы никогда не подписывали никаких документов о вхождении в состав России. И сейчас, когда эта Россия, которую ты называешь, что она такая-то, такая-то, она незаконно создана. А раз она незаконно создана, значит, это они украли.
Они украли эту, значит, ситуацию у тех народов, у тех стран, которые создали свое государство в связи с тем, что в 91 году развалили Советский Союз. И они эти народы втянули туда и сегодня занимаются преступлением. Так что не смей эти вещи здесь говорить нам. Мы ничего не забыли. Мы не забыли то, что было и 2 века, и 3 века, и 5 веков назад, и знаем все это. Так что вот такие вещи нельзя здесь говорить, если ты уж нормальный человек, Алишер, кочегар. Спасибо. Спасибо, Аят, спасибо. Еще важно отметить, что в России Алишеры, Ибрагимовы, там, Асланы, Арцуевы и все остальные третий, четвертый, пятый сорт. И когда вот эти люди начинают топить за Россию, это будет так интересно наблюдать, хотя нас всех, кто не русские, Россия называет чурками, там, чурбанами, ну и все остальное. Причем это на государственном уровне политика происходит. Да, это, наверное, все же не Алишер, а какой-нибудь там КГБшный там деятель сидит. Петя, наверное. Да, или Вася. Вася. Да, совершенно верно. Аят, и вот сейчас, Осман, я задам вопрос, просто сейчас Аят обсуждал вот эти дроны по этой теме, и как раз я хотел бы задать вот этот вопрос. Сегодня Франция сказала, вернее, вы еще про терроризм говорили, но это тоже я вам задам после того, как Усмана вопрос задам. Но сейчас свой вопрос по поводу вот Франции, Аят, в которой вы проживаете, сказала, что будет создавать дроны на территории Украины, так как у украинцев это супермощный опыт, супермощная база, правовая база, там еще что-то. И надо полагать, речь шла о дронах с искусственным интеллектом. То есть сами они едут, сами улетают, сами выбирают цель, находят и уничтожают цель. Ну, короче говоря, какая-то фантастическая современная война. Мы уже живем в каком-то фантастическое время. Аят, как вы считаете, вот Франция сильно откладывается, и как она собирается вообще защищаться? И вы видите, наблюдаете? Но мы можем сказать, что Франция, я тоже в курсе об этом, что они собираются помогать вот этим возможности готовить эти дроны. Я-то так понял, что они будут это готовить и во Франции, и будут готовить там. То есть они хотят принять в этом участие. Как говорится, надо, если хочешь сохранить этот берег, надо биться на том берегу. Такая позиция, я думаю, у Франции и у всей Европы. Они сейчас к этому вот он принимает такое, ну, особенное внимание. Они понимают, что ситуация сейчас такая вот напряженная. И Трамп, вот как в этой ситуации пока что не раскрывает до конца свои карты, и они уже вынуждены самостоятельно в этом вопросе, значит, активизироваться. Думаю, что это так, здесь нет вопросов даже, что это так. Я в курсе дела, я просто не сказал об этом, я знаю, что это заявление было. Отлично. От Османа Адаева такой вопрос, Аят. От усталости и истощения той или иной и другой стороны война становится медленно сама собой. А изолировавшись от остального мира, в России начнутся внутренние разборки между субъектами. Вопрос. Но в России, если Россия, значит, потерпит поражение, то есть она будет изгнана, то она, власть, конечно, будет стараться сохранить эту территорию. Но в то же время, конечно, там движения произойдут, потому что Путин начал эту преступную войну, когда он ее начинал против Чеченской республики, 5 раз вторгался на нашу территорию, я образно говорю, Кремль вторгался, так? Когда он, значит, вторгался в Грузию, когда вторгался, значит, и когда они Молдову, территорию Приднестровья захватили, остальной мир как-то спокойно к этому относился. Сегодня ситуация не такая, как прежде. Сегодня понимать, что
вот на этих вот, на этом спокойном отношении к тому, что вот как бы дали заглотить России вот эти территории, которые я сейчас говорю, Россия уже поднимается выше и пытается захватить и Украину, а потом, естественно, среднеазиатские республики, это у них в плане, мы это знаем. И в то же время, конечно, они хотят и Балтийские страны, и Европу. Они заявляют об этом открыто. По Запад Германии. сейчас, да, Запад сейчас открыто понял, что с ними вот эти вот шутки, то, что они говорят, это не просто слова. Они за этим, после этого готовятся. Да? Это у них вот такая вот, скажем, ну, природа такая, потому что иначе они, ограбив этот народ, который живет на самой богатой территории мира, Россию, я имею в виду, Российскую Федерацию, России, захватив эти территории, все от нее выжив, раздав его всем окружению своим этим олигархи, которые они сотворили сами, так? А люди вот находятся в таком нищенском положении, по разным там помойкам, везде нам показывают постоянно, они там пытаются что-то взять, съесть и покушать. И тогда они должны объяснить, почему так, почему вот такая огромная страна, такой огромный запас золотой валюты или другой валюты, которая у них есть и заложена. Почему этой стране люди так бедствуют? И на этот вопрос, когда нужно будет им отвечать, и они вместо этого развязывают войну и вот говорят, виноваты чеченцы, грузины, ну, виноваты украинцы, молдаване, ну, всех кого угодно, все виноваты, не только эта власть. Власть не может быть ненародной. Если власть ненародная, она всегда угнетает этот народ, и люди находятся в худшем положении, очень нищенском положении, особенно это в России вот, принято. Вот в этом и вся причина, я так думаю, на этом и закончу. Мгм. А внутренние разборки, они как могут развиваться как на национальном, этническом признаке или же, например, по полезным ископаемым, которые есть Нет, на Дальнем Востоке? я ж сказал, что эти люди тогда будут спрашивать с них это. Если он, допустим, если он потерпит в этом отношении, он боится, что если... Почему он не идет на переговоры? Он пойдет на переговоры, и весь мир увидит, что он... И эти люди увидят это. Ему эти переговоры не нужны. Ему нужна война, чтобы оставаться у власти. Это же это фактически самозванцы там сидят, которые захватили власть. Это незаконно созданные там страна тогда, незаконно они все это крутили, вертели. Вот такая ситуация. Вот поэтому я так думаю. И было бы, конечно, хорошо, если бы вот это все мирно как-то разрешилось. Мы же говорили об этом, что если, вот, допустим, к власти придут люди или какие-то там движения, которые будут считать, что нужно создать какую-то конфедерацию или создать какие-то там другие виды, значит, совместного проживания, в котором будут равноправные, значит, народы и права человека, там, личность соблюдаться, тогда это еще какой-то путь. Как это будет, не знаю, но, по-моему, с моей точки зрения, никто не поверит. Не поверит, ни один из этих народов не поверит. И тогда может быть, конечно, такой-то раздрай. Но беда только в том, что мы же каждый раз говорим об этом, что Запад не желает этого. Не потому, что не желает, Развала. да, а потому что у них атомное оружие, и потом у них атомное оружие больше, чем у любой страны. Ну, по крайней мере, не меньше, чем у Соединенных Штатов Америки. И если это атомное оружие разойдется, как они по разным квартирам, то тогда будет очень тяжелее со всеми с ними договариваться, решать этот вопрос. Если Запад или другие страны могут взять под контроль это атомное оружие, тогда разговор будет совершенно другой и справедливый. Мне так кажется.
Спасибо, Аят. Аят, вот вы сказали, что Путин не хочет переговоров. Получается, тогда действия Трампа, которые на самом деле абсолютно вначале были непонятными, он выявил его истинное лицо, показал его, смотрите, он же постоянно просил мира, и таким образом он, получается, выявил его. Да, в этом смысле он вот полностью показал вот лицо этого человека. Вот что он делает. Уже не говоря там вот Украина, весь мир западный, там все вот говорят вот то-то, то давай, то. А он сидит там, как говорится, и никаких движений не делает в том направлении и не собирается делать совершенно. Вот он Да-да. всё: отдайте мне вот эти территории, которые я захватил, отдайте мне, значит, и никаких там, чтобы в НАТО не вошли эти страны, которые вот там Грузия, Молдова или другие. Про Чеченскую республику вообще не говорит он. Он считает, что она является частью России. Мы не являемся частью этой России, и мы куда никогда не входили. Я хочу это подчеркнуть, и хочу, чтобы наши люди тоже знали. Мы не входили в эту Россию, наша республика, территория захвачена военным путем. Мы создали свое государство в рамках международного права до создания этой Российской Федерации России. До. То есть, когда мы ее создали и приняли все свои документы, как в рамках международного права, еще этой Мгм. Российской Федерации не было, той, которая есть сегодня. В общем, вот такая ситуация Да, сложилась. совершенно верно. Так, ну, комментарий тогда я прочитаю. М, Ну вот Сергей Гришков задает такой вопрос. Вы говорили задавать любые вопросы, поэтому Да-да. прочитаем Сережу. Зачем, перейдя перевал Харами, атаковали Цумадинский и Ботлерский район Дагестана в 99 году? Мы не атаковали ничего. И надо сказать, что это все было организовано по приглашению, скажем, дагестанских лидеров. Так? Это раз. Мгм. Это раз, это так. И второе. Тогда они пошли туда, вы должны знать, 6 августа 99 года. То есть Басаев и его отряд туда пошел 6 августа. Это добровольцы были, которые приглашались лидерами Махачалаем и другими Дагестана. Но в то же время надо сказать, имели они право туда пойти. Конечно, в Дагестан они не шли убивать дагестанцев, нет никакого сомнения. Дело в том, что именно эти районы обстреливала Москва своими там бомбами, снарядами, и эти дагестанские там лидеры их пригласили, они как добровольцы пошли туда. Добровольцы. Наша страна, наша республика в этом не принимала участие. И наоборот, против была, потому что это могло быть использовано против нас. А дело в том, что самое главное другое. Это Сергей задает такой вопрос, да? Да, да, Сережа, да. Сергей должен знать, что российская армия вторглась на территорию Чеченской республики Ичкерия в июле месяце, 17 июля вторглась. Она с севера В вошла на 99 году. в 99 году. Мгм. 17 июля 90 вторглась со всей своей техникой. С севера вторглась, захватывала там, значит, людей, захватывала, значит, позиции, затаскивала все свои тяжелые эти орудия. Они начали войну 17 июля. 17 июля 99 года. А Басаев, добровольец, пошел в Дагестан туда только 6 августа. Это факт. Поэтому ответ на этот вопрос я тебе дал. И подумал, почему так? Имели ли право наши добровольцы пойти, скажем, туда помогать, скажем, дагестанцам? Но там оказалась провокация, когда они пошли туда. Это Да. была провокация, наши люди пошли туда, эти добровольцы, и вернулись назад. Эти обвинения не надо строить. Это просто хитрые ходы этого Кремля.
Наша республика никогда не нападала на Дагестан и не будет нападать, потому что мы братские народы, и нас просто хотят столкнуть на этой основе. Туда потом приехал Путин, там водку пил в окружении каких-то людей там, и все это. Это все обман. Так что вы должны знать, 17 июля 99 года в ночь они вторглись с севера, и уже на территории Чечни шла война, летали их самолеты, они сбрасывали разные там десанты, парашюты ночами с 17 июля 99 года. А Басаев пошел в этот, если так говорить, Басаев пошел, отряд Басаева пошел туда 6 Да. августа. Посмотрите, сколько дней разница была. 3 недели почти. Да. Почти, да, 3 недели. Да, и плюс важно отметить в этот момент россияне, Степашин, Ельцин, которые разрешили таким симпатичным бородачам, как Ельцин назвал, якобы создать какой-то шариат, там установить независимость в этих деревнях, 2 деревнях, и затем своих россиян начали уничтожать просто-напросто. И они молили о помощи у Басаева, вывести женщин, детей просили помочь, потому что людей Да, просто своих да. россиян уничтожали. Туда специально с целым караваном разного рода товаром и оружием, я не знаю чем, Степашин приезжал туда, ездил туда, и потом они на уровне Дагестана там приняли какой-то закон, позволяющий им создать какой-то там анклав, Да, религиозный или другой. Это была работа именно Кремля. да. Вот почитайте эти материалы того времени, вы это найдете, если они сегодня не убрали. Но мы прекрасно это знаем, что это такое. И когда Басаев туда шел, лично, допустим, я, еще мои несколько товарищей, мы с ним беседовали и сказали, что не надо туда идти. Он говорит, меня они пригласили, просят помощи, я иду. Вот поэтому пошли туда, и там погибли, наши ребята погибли, но они поняли, что их там подставили, и они вернулись назад. Вот что там было. Ну и спасли много женщин, детей вывели, коридор пробили, вывели Но, людей. возможно, это да, это я Об за это этом не Басаев говорю, говорил. я говорю в целом, о чем речь. Потому что, Мгм. отвечая на вопрос этого Сергея. Да, спасибо. Так, еще вопрос. Еще вопрос. Что вы думаете о развалившейся ракете, как утверждают некоторые, «Орешник» в небе над Астаной, которая была запущена в сторону Украины, но в небе развалилась? Что вы считаете, что с ней могло случиться такое? Ну вот это я никак не могу ответить на этот вопрос. Что с ней? Ясно одно, что это несовершенство техники, несовершенство создателей, кто там, конструкторов, что они не смогли это создать, что они просто об этом что-то там пугают. Как они, Астана, это что, они в Казахстане хотели ее забросить, что ли, Астана? Нет, через Казахстан летела она, через Ну, территорию если Казахстана. ну, я не знаю, это что-то такое я слышал подобное, но все Мгм. равно это же российское производство, да? Была Да, да, ракета. да. Конечно, орешник их. Так что я не могу сказать, почему это так случилось, но ясно, что в научно-техническом прогрессе Россия резко отстает от Запада и от других стран, допустим, даже того Китая, скажем, Японии, ну и западные страны, там у них, конечно, это на уровень, на несколько порядков выше, чем в России, но у них есть, С я не Байконура знаю, запустили, говорит. не понял? Как С это? Байконура, с Байконура. Они же арендуют С эту территорию. Байконура запустили, это Да. может быть, да, это там Байконур, там, Мгм. да, возможно, что они так и сделали, здесь может быть, Мгм. но А могли ее сбить, это как не вы считаете? очевидно. Может, А? американцы могли сбить, перехватить ее? Или кто-то другой, у кого есть такие возможности? Ну, американцы не будут его сбивать. Мы же видим позицию Трампа, который хочет мирным путем решить эту проблему. Мгм. Если бы он мог бы это решить мирным путем как-то, это один вопрос. Но, на мой взгляд, это у него не получается, и каждый раз Путин его просто там
надсмехается над ним. И что это такое, непонятно. Мне непонятно, и многие, может быть, в этом деле, значит, есть компетентные люди, знают, что это такое. Наверное, со временем это станет ясно, почему и как. Мгм. Спасибо, Аят. Мгм. Грей пишет, ну, как комментарий, я бы хотел бы Да-да-да. переделать этот вопрос, потому что очень актуально то, что он говорит. Россия хочет из Харькова, Сум сделать второй Мариуполь или Грозный. Каждый новый день это террор мирного населения. Действия Кремля направлены, чтобы развалить Украину изнутри. Как вы считаете, они для этого бьют именно по жилым кварталам, по мирным гражданам? Причем они применяют тактику, как и у нас, как и в Сирии применяли, и сейчас в Украине. Бьют, ждут, пока спасатели подбегут, спасать людей, и бьют по спасателям. И недавно, вчера, по-моему, 3 спасателя погибло, уже Да, ударили. да, это, если вспомнить, как там, значит, они собирались в Москве, когда на нас они нападали и засылали эти ракеты, бомбили, то вот там была такая Сорокина, ведущая, и там они вот, и потом была эта Политковская, да, Политковская была еще, да, Мгм. и там они, прям их военные там прям заявили, что надо чеченцев убивать от 10 до 60 лет. Да, я Ну, я помню. говорю, что, как это может, это ж дети. Они вырастут, станут бандитами. Вырастут и станут бандитами. Да. Такое же отношение и к украинцам. Так что здесь это можно просто перенести сюда. Они пытаются таким образом оказать давление на население, на украинцев, чтобы украинцы, значит, выступили против своей власти, и чтобы они сказали, нет, мы будем жить с Россией, мы хотим остаться живыми и все такое. Вот на это, надеюсь, они это делают. Это террор настоящий, возведенный государственный уровень, а террор – это давление, значит, на население, чтобы население вот так вот себя, значит, проявило в будущем. Но это не происходит. Мы видим, что это не так, и здесь у них это не пройдет, насколько я понимаю. Да, дай бог, дай бог. Аят, с вашего позволения, я бы буквально 1 минуту Владимира Соловьева вам включил бы, чтобы вы послушали, что он говорит. Очень интересно. Вот, сейчас, буквально. Сейчас я включу звук. Террористы. А если мы говорим, что они террористы, а те, кто их поддерживает, их пособники, а если застанем в сортире, будем в сортире мочить. Я хочу вам напомнить, как одна страна решила, что генерал Сулеймани является террористом, и его уничтожили на территории третьей страны. И ни одна мировая держава не ввела никакие санкции против Соединенных Штатов Америки. Обозначает ли это, что если мы и на полном основании считаем террористами украинскую власть, то мы можем на территории третьих стран бороться с международным терроризмом? Безусловно, более того. А означает ли это, что мы можем уничтожить Великобританию как спонсора и пособника терроризма? Год назад мы могли бы уже, в принципе, наносить любой удар, когда было, помните, 25 мая прошлого года был нанесен удар по Армавире, по РЛС Воронеж. Это одна из станций дальнего обнаружения узкого ракета. Вы сейчас путаете соленое с длинным. Не, я здесь не путаю. Вы говорите о стратегической доктрине. А здесь речь идет о том, что они террористы, потому что они взорвали железную дорогу, они планировали, и они виновны в гибели людей и в тяжелом... Это как раз акт терроризма. Он, как бы, слышал, вы слышали, да? Да, слышал, но не совсем понял, да. Но он говорит, что украинцы это террористы, они взорвали вот эти 2 железнодорожных проезда, вот эти пролета, моста, и поэтому теперь имеют право Англия, Британия, он говорит, спонсоры и пособники этих террористов, и что теперь убивать террористов, то есть украинцев, можно в третьей стране, как когда-то убили в Ираке иранского вот этого террориста Сулеймани, по всей видимости, там американцы это были.
И вот он говорит, что, ну, фактически они развязывают себе руки, и он говорит, что можно теперь уже в третьих странах, то есть совершать террористические акты против тех, кого они считают террористами. Вам это очень знакомо, Аят. Они нас объявили, весь народ объявили террористами, всю нашу власть объявили террористической, хотя мы строго соблюдали международное право, правила обычаи ведения войны, и убивали родственников, убивали, тела не выдавали уже убитых ими людей, и так далее, и так далее. Что вы скажете? Вот теперь уже все уже террористы, и украинцы, и англичане, и немцы, наверное, и французы, все уже террористы. Что вы скажете по этому поводу, Аят? Сходят с ума? Но дело, они хотят оправдать свои преступления, которые они сами совершали все эти годы и с момента своего создания. И ту политику, которую они проводят, преступно, они ее хотят оправдать. Это не пройдет. Они начали, они убивали людей, они захватывали чужие территории, они нарушили первым, напав на территории суверенных государств, что прописано вот в принципе права о ненападении, международного принципа ненападения с внешней стороны. Они нарушили устав ООН, они сидят, еще притом до сих пор сидят в Совете Безопасности ООН. Они виноваты во всем, они являются зачинщики, и они в этом виноваты. Ответ на территорию противника, который на тебя нападает, если он вторгся, тем более на твою территорию, это закономерно, потому что он оттуда бьет, и притом Украина бьет не по жилым домам, а бьет по тем местам, где находятся вот эти вот, ну скажем, установки, скажем, или заводы, предприятия, которые создают это оружие, которое бьет по ним и убивает мирное население. Это вот так вот можно сказать. А то, что они говорят, вот там вот мост взорвали, то взорвали. Эти разговоры пусть они расскажут там дома, бабушке своей или своим женам. Не надо рассказывать, это все понятно, ясно, четко, что это такое. Да таким образом им не уйти от ответственности. Ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения логики. До любого ребенка спроси, кто виноват, кто напал, кто нарушил, кто виноват. Виноват тот, кто незаконно, значит, украл, убил, незаконно, значит, махинациям отнял что-то. Вот кто виноват. Он и виноват. А ему ответ дать имеет право. Имеет право тот, на кого нападает. Он имеет право. Конечно. Вот что я думаю по этому вопросу. Угу. Ну, это как раз ложится в ту логику, Аят, да, что они готовят террористические акты на территории Европы. И вот они уже начинают эту тему оправдывать себе уже. Я понимаю это, да, я понимаю это, что они готовят, они хотят это сделать, оправдаться. Но сейчас, мне кажется, да, они только сделают хуже для тех, кто находится здесь, и нашему, допустим, примерно, чеченцам, я хочу сказать, они могут сейчас в Европе снова вот эти вот провокации сделать на религиозной и на любой другой, сказать, что это дело чеченцев. Будьте очень осторожны в Европе и в других странах. Не ввязывайтесь в вот эти вот какие-то вот мероприятия, которые связаны так или иначе с теми, кто вот это вот все вот это проводит. То есть это тонко они делают и могут и подставить. Будьте осторожны. Вот что я хочу сказать, особенно молодежи. Вакигина, будь церковь, будьте осторожны. Церковь один душуна, они будут делать это, потом обвинять будут они чеченцев, и будут, и, конечно, не только чеченцы, они и украинцы, и других будут обвинять. Да. Но они, как говорится, за основу, за флагман в этом вопросе ярлыки навешать на чеченцев могут. И во всем мире нам навесили эти ярлыки, делают из нас бандитов, исламских фундаменталистов, сепаратистов. Все, что не относится к нам, никак не относится к нам. И поэтому мы должны это понимать. Вот в чем вопрос. Баркалая, спасибо.
Так, всех приветствую, Роял, Шавик, Чумель, алейкум, друзья, я вас всех приветствую. Я видел, говорит Буря, как в Навалакском кладбище общался Хачилаев с жителями Навалака, буквально за неделю перед пересечением Шамиля границы Дагестана. Я лично не слышал и не знал, что Шамиль собирается пересечь границу. Это была подстава. Хасавюрт об этом не знал и не был подготовлен. Вот комментарий такой от Бури. Но то, что там было, я не знаю, как что было, но ясно, что именно 6 августа он пошел туда, и ясно, что они на территории Чечни там, значит, собирались, обсуждали, и они просили, чтобы они вот помогли им туда, вот, чтобы они пошли туда. Ну, что он видел, это факт, и если видел, то что тебе скажешь, что он там говорил, и все это вопрос другой, мне кажется. Ясно. Я бы тогда еще один интересный такую публикацию сейчас зачитал бы. Да. Она тоже очень важная. Просто мы давно понимали, что Россия, которая уже терпела поражение, фактически ушла под Китай. Китай начал ее сейчас помогать, хотя он и с Украиной у него хорошие отношения. Но вот какое сообщение поступило на Deutsche Welle от New York Times, они говорят. ФСБ относится к Китаю подозрительно, пишет The New York Times. Газета утверждает, что в ее распоряжение попал внутренний документ российской секретной службы. В нем китайцы называются врагами, и отмечается, что КНР все чаще пытается завербовать граждан РФ и заполучить российские секретные военные технологии, а также шпионит за российскими военными операциями в Украине, чтобы узнать о западном оружии и методах ведения войны. Кроме того, офицеры ФСБ опасаются, что китайские ученые, это, мне кажется, самое главное, готовят почву для предъявления России территориальных претензий, а китайские разведчики занимаются шпионажем в Арктике, используя горнодобывающие компании и научные учреждения в качестве прикрытия, пишет газета. Согласно публикации, предполагаемый документ ФСБ был получен журналистами от хакерской группы Ares Leaks. Подтвердить его аутентичность на 100% невозможно. Однако представители 6 западных разведок, которым New York Times его показала, выразили сомнение, что он подлинный. Как вы считаете, Аят, если 6 разведок сказали, что это сомневаются, что это подлинник, но утечка информации о том, что китайские ученые готовят обоснование того, что Земля принадлежит им, не то ли, о чем мы говорили, и у нас стрима говорили, и некоторые там эксперты об этом говорят, что Россия будет расплачиваться своими землями с Китаем. Такой дележ идет. Уже начался, и просто такой проброс, чтобы проверить общественность, подготовить общественность, и чтобы не шокировать сильно, так сказать. Как вы считаете? Я думаю, что это действительно какая-то провокационная, значит, ловка, может быть, даже со стороны самих русских, Кремля. Извиняюсь, он выразили мнение, что он подлинный. Я неправильно прочитал. Может быть, если, допустим, если они начнут все-таки раздавать земли, то это как раз станет и населению России станет понятно, как это. Там он идет, захватывает, убивает, там украинцев, братьев, допустим, да? А здесь все дает. Как это получится? То есть он там себя раскроет полностью, если это так. Но возможно, что Китай, конечно, имеет, может быть, эти планы в перспективе, но мы, как мы знаем сейчас, Китай строит свою политику не на военном, скажем, захвате каких-то территорий, а строит на экономическом развитии. У них это экономическое все. Если на них нападут, они, наверное, тогда будут и защищаться, так? А так, насколько мы видим, они все идут по пути экономического сотрудничества,
развитие, научно-технический прогресс мы видим. А то, что они хотят на Северном Ледовитом океане, этой территории, там тоже хотят эти свои, они там разведку какую-то делают, с чем-то они там занимаются. Может, с русскими, они даже, я слышу, с американцами, они даже там какие-то ведут исследования. Но это может быть тогда в рамках партнерства, может быть, потому что бывает и вместе в космос летает, и вместе под воду опускает. Все это бывает, я так думаю. А так, если он будет раздавать эти земли, Путин здесь, это может быть, это пропаганда самого Кремля, или это может быть пропаганда врагов, конечно, Путина, может быть. Я так думаю. Ну, мне кажется, это хорошая новость. Если Россия потихоньку растаскивается, то... Ну, да, конечно, растаскивается это так вот. Если где-то потайно что-то он как-то, вот помнишь, в наше время он какую-то территорию на Дальнем Востоке, река, там что-то такое, он отдал территорию в несколько раз больше там, чем наша территория, чеченская, захватывает это, а там Китай отдает. Там они договорились, передали на 100 лет, говорят, или совсем отдали. Было такое. Совсем. Да. Ну, а сейчас я не знаю. Здесь, если он начнет открыто это делать, это во вред ему. Мне кажется, что здесь какая-то, может быть, это игра в несколько этапов. Там, не знаю, сейчас сказать не могу. Зачем ему воевать здесь, украинцев захватывать? Такая ситуация. Спасибо, Аят, спасибо. Друзья, напоминаю, пишите комментарии и задавайте вопросы. Я их зачитаю. Так. Читаю комментарии. Да-да. Так. Скажите, пожалуйста, говорит Шевроле, если Америка пригрозит России ракетами, это реально? Ну, может она пригрозить, наверное, это имеется в виду. Ну, Америка по какой причине может пригрозить? Это она сама так поведет. Вот Америка не может это сделать. Она может это сделать. Ну, такое я не представляю себе, что пригрозить. Почему она будет пригрозить? Для чего? Зачем, да? Да, зачем? Америка должна пригрозить России. Америка может дать ракеты, может вооружение дать Украине, которая борется, на которую напала Россия. Это логично, чтобы Америка пригрозить, мы тебе на тебя ракета направим, это будет неправильно. Но нелогично это как-то, мне кажется. Ясно. А что вы скажете по поводу вот конфликта, который разгорелся между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом? Там уже такие серьезные оскорбления, обвинения пошли в адрес. Но потом Илон Маск сегодня убрал, говорят, свой пост, где он там обвиняет его там в каких-то непристойных вещах. Как вы считаете, что это? Это может быть провокацией российских спецслужб? Или же это просто обычный конфликт интересов или за власть спорят? Ну, там в основном потому, что вот Трамп сказал, что он может ограничить, как говорится, в его бизнесе, что ему привилегии ограничить может, и что якобы, значит, эти какие-то там виды там деятельности, что он там чуть ли не провалил все такое, а это взамен ему все рассказал, чем он раньше занимался. И привел примеры, с кем и как, и что, это мы знаем, да. Но, насколько я вот смотрю, везде все очень возмущены этим, и если станет предметом, скажем, обсуждения, потому что могут в самой стране Америки это вопрос поднять. Они же могут поднять это,
Конгрессе, еще где-нибудь, если им это удастся, если это правда, то тогда это может быть большим скандалом, вплоть до объявления импичмента или попытки объявить импичмент. Но я не думаю, что это может быть так сильно раскрутиться, чтобы Трампа отстранили от должности. Но, по крайней мере, на этом уровне желающие есть, которые эти разговоры ведут. Как это? Возмущены многие люди, как это может быть такой человек, там, президент и все такое. То есть просто они не знают, что они были раньше вот такие люди, а потом, вот видите, они пролезли сюда, может быть. Насколько это верно и откуда это все, время покажет. Вроде бы они договорились встретиться, поговорить по телефону и потом встретиться. Но, говорят, не встретились. А может, встретиться еще, может быть. Так что я думаю, что это связано с тем, что Маск, которого он назначил там на какую-то там комиссию, создал или какое-то там управление, и он начал там чистки проводить, и это вот его время закончилось, он его там убрал. Там 100 дней, что ли, он должен был быть, не помню. Убрал жестко, он говорит, из-за этого, мол, он это на меня зол. То есть на этот уровень, на уровень, скажем, вот этого, значит, оскорбительного риторики, это недостойно, собственно говоря. Этот миллиардер богатый самый, а этот президент, и они вот такую вот устроили там. Могли бы от этого не выносить это на широкий круг в мире. Хорошо еще между собой там поругались бы, а то на весь мир вынесли, и сейчас весь мир об этом говорит, как я вижу. И самое удивительное, что все-таки можно ругаться с президентом США, и за это тебя никто в подъезде не пристрелит, на Колыму не отправит. Демократия, свобода. Да, это демократическая страна. Вот есть такой политик в Америке, Пинкус его фамилия. Вот он там, я слушал на днях, и он называет этого. Он как только не оскорбляет этого президента, который был, он на его стороне, его сторонник, он сам консерватор, он его так оскорбляет, как только не называет его. А если бы он там был бы такой же какой-нибудь там, скажем, в России такой сказал бы, его на следующий день унесли бы куда-нибудь, и он больше, скажем, не вышел бы на какой экран. Вот такие вещи. Да, это вот такие вот вещи делаются. Да. Ясно. Вот тут Буря пишет комментарий, но в продолжение на той темы, которую мы сейчас обсуждали, что Россия Китаю земли отдает, и везде у нее все плохо. Вот он тут пишет, что российские войска будут выводятся, вытесняются со всего мира, из Африки. Уже выезжают вагнеровцы. Хорошо будет, если патриотов России заткнут рот и митинги дружественные будут проводить. Как вы считаете, вот в Мали, говорят, сейчас они оттуда их вытесняют, и повсюду Россию давят потихонечку, неотвратимо. Это процесс будет набирать обороты? Не знаю, это насколько это зависит будет, как вот международная обстановка сложится, как это будет. Потом, почему они их вытесняют. Значит, они не сами уходят, значит, создают им эти условия конкуренты. То ли Китай, то ли Индия, то ли еще какая-нибудь там Америка, Европа. Они эти условия создают и предлагают более выгодные, скажем, условия для этих стран, может быть, что-то другое. Но, скорее всего, это работа конкурентов. Я так думаю. По-моему, там в Африке конкуренты как раз французы у них там были. Да, но не только французы, но и другие же там есть. И голландцы, и португальцы, и другие. Они же там когда-то имели свои колонии. И поэтому здесь уже
А в этой ситуации, когда вот Россия вот так себя показывает, да, и они уже имеют там возможность, и потом санкции, которые против этих всех стран, не только против всех стран поднимает, этот Трамп поднял, так? Они уже начали ориентироваться и думать, что же нам делать. Россия же не может им ничем помочь. Россия сама с протянутой рукой сегодня ходит, просит у них то оружие, то снаряды, то еще что-нибудь. Вот поэтому, наверное, с этим связано, скорее всего. Ясно. Ая, тут такой интересный, ну чисто КГБшный ход делают тут эти россияне. Они сказали на переговорах в Стамбуле, что 6 тысяч на 6 тысяч человек будут, тела будут убитых менять. Но дело в том, что столько украинцев в Курской области не погибло. Там несколько сот, говорят, погибших есть. Русские одели форму, украинскую форму на свои трупы, которые есть, и хотят представить, что большие потери в Курске были. И таким вот образом несколько тысяч своих доложили этим нескольким сот украинских. И сейчас вот на это спекулирует на этой теме. Как вы считаете, это кощунство просто, я не знаю, 99-го уровня? До какой степени они могут просто опускаться? Просто. Ну, в чем говорю, это ничего удивительного в этом нету ничего. Ничего удивительного нету. Они эти моменты всегда пытаются использовать, изобразить таким образом все, что угодно. Ну, они это делают. Это для них что? Они это все могут делать. Для меня это не удивляет нисколько. Мы же способны это делать. А вот то, что они отдают военнопленных, которые у них находились, у них как бы понятно было, что они в плену находятся, задокументировано, что они военнопленные, но потом их убивают в плену, то есть нарушаются просто все права. Да, конечно. И вырезают органы, либо на продажу они их вырезают, да, либо пускают людей, как у нас они дома делали, и либо они забивают людей, и чтобы скрыть следы, то, что они забили людей там из-под пыток, вырезают эти органы. Как вы считаете, у нас это тоже было, Ая? Можете поподробнее на эту тему нам рассказать, как у нас было? В этом что здесь рассказывать? То, что ты сказал, все, это было. Можно привести массу фотографий, которых наших людей забрали, как они их разрезали, потом зашили, все внутри вытащили, туда запаназовывали разные тряпки, и потом как-то отдавали. Это масса фотографий. У меня где-то тоже есть эти фотографии, когда они это делали. Так что здесь ничего удивительного в этом смысле нету. Так. Они будут делать все, что... Да даже изверги, они могут это пойти. Это на вид они хорошо говорят, там то все, а на самом деле вот на такое они могут быть. Такая власть в России. И эту власть поддерживает тамошний народ. Ну, может быть, не все, не понимают, под пропагандой, но все равно это их не оправдывает. Нисколько. Да, ужасно, конечно. Просто ничего святого у людей нет. Ничего. Да, вот понятно это все. Есть еще какие-нибудь вопросы? Друзья, напоминаю, я сейчас смотрю, пишите комментарии, задавайте вопросы, друзья. Немножко, понимаю, суббота, неохота, может быть. Но... Да, давай сворачивать, не будем отвлекать людей от дней. Ага. Ну, так, Шевроле, ну, вам ответили на вопрос, который вы задали. Вы, да, скажите, а вот этот не прочитал, сейчас тогда последний вопрос, если больше не будет вопросов. Скажите, пожалуйста, допустим, Россия ударит ядерным оружием по Украине. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Мне кажется, такой союзник никому не нужен, его просто уберут. Ответьте, пожалуйста. Я не понял, конечно, вопроса ваш, Шевроле, если вы поняли. Но такой союз не нужен, он имеет в виду
ударит Россия, союзник имеется в виду. Для Китая и Индии не нужен такой союзник. Так он имеет в виду? Или Ну, наверное. Но как он только ударит, он сразу получит от этих стран удар обратный. То есть, который обладает этим оружием. Они не позволят. Эта власть, она падет тогда. Она падет, и он понимает, что это убийственно для него, для его семьи, для всех. Это они понимают. И тогда они никуда не спрячутся, они знают, где они находятся, и всегда могут нанести удар точечный. Я так думаю. Но это они не пойдут, насколько я понимаю. Зачем им по Украине бить? Для того, чтобы Украину изничтожить, убрать ее и самим остаться, это да не получится совсем. Это у них такое, это последняя такая античеловечная, там в панике может сумасшедший такой сделать. Но они не сумасшедшие, они боятся за свою жизнь сильно. Мы же это видим. Ясно. Ну, больше вопросов нет, Аят. Я тогда предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Давай. Вроде бы много разных тем обсудили. Спасибо вам большое, Аят. Спасибо огромное. Всем спасибо, кто принял участие, кто задавал вопросы. Мы здесь выявляем ситуацию, рассказываем тем, кто не в курсе дела по тем или иным вопросам. Сами обогащаемся и рассказываем то, что мы знаем. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Адикюр, Аят. Машуар. Адикюр. До свидания.